До начала обсуждения основной повестки еженедельного совещания Владимир Сластенин отмечает, что до окончания финансового года остается меньше 2 недель. Всем министерствам и ведомствам необходимо завершить работу по платежам до начала новогодних праздников. У нас осталось 6 предприятий, в которых мы должны по заработной плате решить вопросы. Значит, там были установлены четкие сроки до 25 декабря. Прошу, особенно Минфин, согласовать вот то, что операция там открытого цессия будет проведена, и зарплату нам выплатить необходимо, так как мы являемся учредителями этих предприятий, именно правительства. Далее участники совещания переходят к повестке об отборе граждан на военную службу по контракту и об итогах осенней призывной кампании, рассказал военный комиссар Ингушетии Заурбек Гадаборшев. В рамках задания, определенного для нашего региона Министерством обороны и Генеральным штабом вооруженных сил по призыву, осенний наряд составляет более 200 человек. Отбор почти завершен. Наши ребята служат в самых разных родах войск. Заурбек Гадаборшев также отметил, что отбор граждан по контракту идет по плану. Сегодняшнее годовое задание у нас выполнено более чем на 99%. Я думаю, что до конца недели задание по контракту будет выполнено. Второй вопрос повестки – освоение федеральных средств в рамках реализации в Ингушетии национальных проектов и федеральных программ. В рамках общего мониторинга Министерства финансов России Ингушетия находится в зеленой зоне по исполнению 10 национальных проектов. На сегодняшний день кассовое исполнение составляет 4 миллиарда 80 миллионов рублей. 266 миллионов – это Министерство строительства, 2 миллиона 249 – Минтруда, 48 миллионов – это у нас Минздрав, 1 808 – Миноборнауки, 2471 – Минэкономразвития и 101 миллион – это по фонду туризма. Участники совещания переходят к следующему вопросу повестки – предоставление органами госвласти и подведомственными учреждениями в налоговую уведомления по исчисленным суммам обязательных платежей. Об этом подробно рассказал исполняющий обязанности министра финансов Ингушетии Тамерлан Вышегуров. Еще раз напомню, что представление уведомлений зависит от того, чтобы сумма уменьшилась на едином налоговом счете, поступления произведены были как в республиканские, так и в небюджетные фонды по страховому взносу, и уменьшится общая задолженность, то есть дальше не работать по общей задолженности. Участники совещания рассмотрели также вопрос об организации шефской помощи на территории Токмакского района Запорожской области, о продлении договора на 2025 год с аварийно-восстановительной бригадой по видеосвязи с Токмаком, рассказал заместитель министра строительства Ингушетии Игорь Захаров. За прошедший период 2024 года аварийно-восстановительная бригада показала себя профессиональным, слаженным коллективом, способным выполнять любые поручения при фундаментной территории. Работа действительно проделана большая. Оказывает такую помощь по поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова наша республика будет и дальше. На совещании также рассмотрели вопрос о реализации требований законодательства к обязательной маркировке групп товаров, о рассмотрении проектов нормативно-правовых документов и не только. По всем вопросам Владимир Сластенин дал соответствующие поручения. Рина Цычоева, Султан Бугучев, Магаз 24.